примеры по математике решил? Да, правда, долго пришлось решать. А ты? Я тоже. Правда, мне папа помог решить. Ух ты, смотри, какое яблоко! Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ничего себе, смотри, какое оно большое. О, тут на всех хватит. Смотри, там еще есть. Себе и другим возьмем. Не знаю. Мне мама говорила, чтобы я не кушал фрукты, не помыв их. А что? Они вот чистые. Я же потер их руками. Этого недостаточно. Надо их хорошенько помыть, потому что на них могут быть невидимые глазу микробы и яйца гельминтов. Гельминты? А кто это? Это микробы и черви, живущие на немытых фруктах и овощах. Они могут передаваться от человека к человеку через загрязненные продукты питания и воду, или же, когда мы ложим в рот то, что касалось фекалий зараженных людей и животных. Мы недавно ходили к врачу. Он прописал нам лекарство, которое убивает этих микробов и червей. И мама нам всем купила эти лекарства. Он еще сказал, чтобы мы всегда мыли руки перед едой и после туалета, а еще после игр на улице и после игр с кошками и собаками. А еще что сказал доктор? А еще сказал, чтобы мы всегда тщательно мыли овощи и фрукты перед тем, как их есть. А где эти гельминты еще живут? Они еще живут в воде речки, сырой или плохо приготовленной еде и почве. Поэтому воду надо пить прокипяченной, есть тщательно приготовленную еду, мыть фрукты и овощи и надевать обувь для выхода на улицу. А откуда они там появляются? Доктор сказал, что вода загрязняется от того, что мы не всегда ходим в туалет, а за кусты и за дом. Во время дождя наши фекалии попадают в воду, и черви оказываются в воде. Чтобы этого не было, надо ходить только в туалет. Черви откладывают яйца в воде и почве. Когда мы едим что-то грязное или пьем непрокипяченную воду, ложим грязные руки в рот, мы можем занести эти яйца в свой организм. Они будут расти внутри нашего организма, и когда вырастут, выйдут оттуда через наши фекалии. Потом они откладывают яйца в воде и почве, и все повторяется. Еще гельминтами человек может заразиться от мяса животных, поэтому надо кушать хорошо проваренное или хорошо прожаренное мясо. И каждый год проводить дегельминтацию домашних животных, кошек и собак. А что если гельминты уже внутри меня? Нужно всей семьей принимать лекарства, которые пропишет врач, и выполнять правила, которые сказал доктор. И что будет, если это выполнить? Доктор сказал, что мы все будем здоровыми, умными и красивыми. Здоровое поколение – наша общая задача.